Добрый день, уважаемые слушатели онлайн-урока. Одна из самых кровопролитных операций под кодовым названием «Марс» на Ржево-Сычевском Вяземском направлении началась 8 января 1942 года и завершилась 31 марта 1943 года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные операции советских войск с Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржево-Сычевском Вяземском направлении. Ржево-Вяземская операция, заключительная часть Ржевской битвы 3 марта 1943 года, город Ржев был освобожден войсками 30-й армии Западного фронта. В боях в Ржевском котле принимали участие представители практически всех народов Советского Союза. В рядах сибирских дивизий под Ржевом сражались тысячи якутян. Более 400 воинов погибли. Воины-якутяне зарекомендовали себя как одни из самых храбрых и умелых. Особенно много их было в составе 375-й и 326-й стрелковых дивизий. Битва под Ржевом отвела от Москвы опасность нового наступления немецко-фашистских захватчиков. Здесь, под Ржевом, открыл счет уничтоженным фашистам и стал кавалером ордена Красной Звезды прославленный якутский снайпер Федор Матвеевич Охлопков. Итак, сегодня наш онлайн-урок посвящен, урок от сына героя посвящен к 118-летию Федора Матвеевича Хлопкова, героя Советского Союза, снайпера земли российской, сержанта без промаха, на боевом счету которого 420 уничтоженных немецких солдат и офицеров. И 83-й годовщине освобождения Ржева. Даем слово Роману Федоровичу Охлопкову, преподавателю Якутского промышленного техникума имени Тараса Гавриловича Десяткина, родного сына Федора Матвеевича Охлопкова. Вам слово, Роман Федорович. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участники онлайн-урока. Я сегодня попробую вам все рассказать про нашу семью, про нашего отца, о матери, о нашей семье. Вы все прекрасно знаете, вся Якутия знает, Россия знают, что Охлопков Федор Матвеевич – это великий снайпер, уничтоживший 429 фашистов. Все знают об этом, но не знают, как он жил до войны, после войны, кем он был, кем работал. И самое главное, почему вот мы думаем, как он стал героем, почему он так мужественно сражался за свою родину. Так, я вам сегодня начну показывать презентацию нашу. Вот у нас биография нашего отца. Если вы посмотрите на эту автобиографию до войны, кем был наш отец, мы делаем вывод. В те года, 20-30-е годы прошлого столетия, больших деревень не было. Электричества, телефонов, телевизора, ничего не было. Молодой человек без образования, он самый активный молодой человек был. У него была постоянно активная жизненная позиция. Например, в 1929 году участвовал в проведении земельной реформы. Когда началась коллективизация, он стал первым и организовал товарищество, и стал его председателем. В 1932 году по призыву комсомола он работал в городе Алдане на золотых приисках. И когда он там работал, стал ворошиловским стрелком. После возвращения в родной колхоз стал первым механизатором. Многократно удостоился звания ударника труда, и в 1936 году даже стал первым стахановцем своей деревни. Вот это показывает, что он был самым активным молодым человеком. И
этот пример показывает, что наши активные общественные участники, наши дети, всегда они добиваются больших успехов в жизни, учебе и труде. Вот это и есть хороший пример для будущих наших поколений, для наших школьников. Так, после начала войны сразу в 1941 году осенью призыв отца призвали в армию. Но как он воевал, все знают. Но главный счет, который вели, специальные счетчики, которые читали его боевые товарищи, это 429, но это не окончательный счет. Потому что он снайпером начал воевать только с октября 1942 года. До этого он почти год был автоматчиком и пулеметчиком. Так. После войны мой старший брат Николай Федорович Охлопков и писатель якутский Кустуров Дмитрий Васильевич, они постоянно работали в архиве Министерства обороны СССР. И представьте себе, в архиве Министерства обороны мы нашли около 120 и свыше публикаций, как говорится, представлений к наградам и так далее. Таких много-много напечатано в годы войны. Информацию получили. Потом еще в годы войны выпускались памятки для снайперов на опыте Петра Матвеевича, нашего отца. Вот доказательство того, что в годы войны Петр Матвеевич у нас был постоянно активным тоже коммунистом, стал в 1942 году. И вот про него фронтовые газеты 40 года войны вот писали статьи, вот они. Так, когда он воевал в 1943-1944 годах, уже он стал самым знаменитым в своем фронте снайпером. И в это время весь фронт, все наши воины узнали о горести, о муке медсестры Зинаиды Тусновой. Если коротко рассказать об этой истории, медсестра, она вытаскивала раненых бойцов из поля боя, около 100, а потом один раз, когда он еще раз хотел вытащить раненого бойца, и рядом взорвался снаряд. И она потеряла сознание. Ранение получила. Наши вступили, немцы пошли в атаку, и мимо проходит мимо санитарка, которая лежит на поле раненая, без сознания. Мимо проходит СС-совец, немецкий фашист, солдаты. Винтовка 6 штуком там на руках. И увидел, что она живая, шевелится. И чтобы она, медсестра, не спасала наших бойцов, он прикладом начал ломать все кости рук и ног. После этого он еще колол штупом. Но живые органы не трогал. Оставил живой ее, чтобы она мучилась. Есть международная конвенция. Санитарок не трогать. Не то, что так мучит. Ну, когда наши пошли в атаку, мимо тоже наши солдаты проходят, посмотрели, что медсестра, любимая их, лежит без сознания. Взяли и вытащили. Но она пошла по госпиталям. В госпиталях у нее отрезали обе ноги, обе руки. Они уже без помощи всех разбиты кости. И вот до войны она в школе училась и любила одного одноклассника. И оба пошли, когда началась война, на фронт. И вот, узнав о муках и в газете фронтовой, Зина обратилась к тем родам войск, чтобы отомстить за него. И вот все наши войска, летчики,
танкист. Вот на фотографии видно, за Зину Туслова начали счет отомщения. А среди снайперов фронта были зачинщиком, выступили отделение нашего отца, снайперы. И они начали счет тоже за отомщение Зинаиды Тусловой. Вот Зина, она после окончания школы, его будущий муж был, а вот Зина сидит после операции, она выжила, но без рук, без ног. Ну и она написала, вот его любимый друг, товарищ Иосиф, он воевал на фронте, она пишет к нему, что простите меня, я без рук, без ног, не надо ко мне подойти, вообще не приходи. Но после войны, после окончания, в то время Зина лежала в госпиталях, несколько десятков операций, а после вернулся Иосиф, и он заходит через дверь, выгоняет, заходит на второй этаж лестницы, на второй этаж она выгоняет, но все равно потом поженились. А поженились, и результат вот. Первый ребенок мальчик вот сидит, потом второй ребенок дочка там, и вот семья. Вот она выходит, герой Советского Союза, руки видно там. Ну, вот такая история. Поучительная история. Настоящая любовь молодых людей. Вот годы войны, страшная война. Это к нам пришли фашисты. Они сжигали дома, детей поднимали на штыках, женщин убивали, молодых людей отправляли в концлагеря. Их сжигали в печах вот, специально. Вот они пришли отбирать у нас землю. Они пришли у нас наших всех убивать. И вот дивизия, полк заходит под Москвой. Первые годы страшная война, мясорубка. Дивизия заходит, и 10 человек выходит после атаки. Живые. Это тысячи, сотни тысяч человек в одном бою умирает. Вот такая мясорубка. А наш отец воевал 925 дней на передовой фронте. Это почти 3 года. И в это время он получал 12 пулевых, ножевых, штыковых ранений и 3 контузии. Это страшно было. За годы войны, во время, когда он вернулся после войны, они с братом на сенокосе работали, и в один раз, когда после сенокоса пошли на обед, перед обедом надо купаться, помыться, они пошли в речку, отец разделся, пошел купаться, сзади сидел брат, и вот посмотрел на него, ни одного живого места, везде шрамы, осколочные, пулевые, ножевые, штыковые. И он сидел там, плакал. Вы знаете, после победы был у нас 24 июня 1945 года парад победы в городе Москве. Парад настоящих победителей, победителей фашизма. И вот отец тоже в числе 14 якутян, орденоносцы, знаменитые воины приняли участие на этом параде. Вот боевые ордена его. Ну, когда я был в музее Ярославского, бывший директор Шишикин, он мне рассказывал, что очень мало, 2-3 всего воинов вернулись с 5 боевыми орденами, живыми вернулись, которые. Вот так было. И все наши защитники, большинство, они еще годы войны, в 1944 году, наши отца представили к званию Героя Советского Союза. Вот его нагрудной лист, который представили к награждению. И только в 1965 году вот отец получил и орден
И Красную Звезду вручает Овчинникова, председатель Президиума Верховного Совета ЯССР. После получения героя ему дали возможность съездить по местам боев. И вот встретиться там бывшим своим командиром. Вот сидят два героя, Борисов Николай Борисович. Встретился легенда, который повесть о настоящем человеке, Алексей Моресьев, без ног, он стал, потом опять начал летать и избивать фашистские самолеты. И стал он героем Советского Союза. Вот Алексей Моресьев встретился с нашим отцом. Это была Москва. Дальше, самое интересное, они встретились с Зинаидой Михайловной Марченко Туснулова, который за него отец начал счет отомщения. Вот они встретились. И вот она, отец рассказывал потом, она держала ручки между двумя костями рук. И даже вот этой ручкой писала. И вот живые легенды Якутии. После войны, когда вернулся, отец перевелся там года 2-3 в Этекель, центр, тогда Тампонский и Алексеевский, то есть Улусы района, они вместе были. И там он работал в военкомате. А в военкомате вместе с ним работал Дмитрий Анатольевич Петров. Единственный якут по национальности. И 5 полных кавалеров из Якутии были 5 полных кавалеров орденов славы. Вот они дружили вместе. А потом, когда в 1965 году в Краснодаре проводили с их победы к юбилею 20-летия, и там Дмитрий Анатольевич и наш отец вместе танцевали осокой вокруг церкви. Это Краснодаре было. Про нашего отца лично знали его командующий в годы войны, а потом этот маршал Советского Союза Иван Баграмян. И вот он писал, постоянно поздравлял его, с ним был знаком. А по Параде Победы его фронт, Прибалтийский фронт, во главе шел Иван Баграмян, маршал, а в строю был наш отец там. И что интересно, вот помните Парад Победы? Знамена немецкие, 200 штук, которые завоевали наши воины, они на мавзолее, так, в фундаменте мавзолея. И там среди этих, которые несли эти знамена немецкие и бросали под мавзолей, был один из наших якутов. Это тоже интересная история. И про нашего отца знали вот не только маршал Баграмян, но еще маршал Конев. Он тоже лично знал нашего отца. В годы войны он дал прозвище нашему отцу «Великий снайпер земли российской». Вот это его название потом вошло в книгу, которую назвали «Книга про нашего отца». Отец после получения героя его много встречали, пионеры, школьники, много посещал предприятия, совхозы, районы, по всем районам Якутии ездил, в городе Якутске выступал. И вот он оставил завещание. Моя жизнь проста, как все наши воины, которые навечно остались на полях сражений. Как и те, которые вернулись живыми, трудятся ради будущего, для блага Родины. За всю свою жизнь я жил и трудился честно, чистой душой, ради общего блага. Молодежь всегда жила и живет интересами своего народа, своей Родины. Любите труд, уважайте людей труда, тогда ваша жизнь будет интересной, полезной для всех людей. Вот такое завещание было. Но памяти отца я долго рассказывать не буду. Вот на
презентации все видно. И что интересно, вот 83-летие освобождения города Ржева отец первый же год, первых же дней он воевал под Москвой, и защита Ржева, Твери, и вот это, все эти города он воевал ради этих городов. И вот установлена стела об аллее героев-защитников города Ржева, ставшим героем СССР. И там есть стела нашего отца, вот именно аллея героев. Так, вот у нас в исторические парки есть, как говорится, якутские алмазы, которые получили название наших якутских великих, знаменитых, всех знаменитых людей, в том числе и на имя нашего отца, который носит алмаз там. Можете приходить посмотреть вот исторический парк. И вот наш старший брат Иван Федорович, когда был в Булунском районе, он встретился с экипажем этого морского танкера, который носит имя Федора Хлопкова. Вот школа, которой сейчас наши школьники тоже вот тут сегодня участвуют. Школа имени Героя Хлопкова. Что интересно сказать, мой младший брат Александр Федорович и старший брат Николай Федорович оба работали в этой школе. Всю жизнь после окончания учебного заведения ЕГУ и по 40 лет работали преподавателем. И Александр Федорович 21 год был директором этой школы. Сейчас все они на пенсии. Вот книги, которые выпущены про нашего отца, в основном написал снайпер, сержант без промаха, это Кустура Дмитрий Васильевич. Остальное писали мои братья, старший брат Николай Федорович, младший брат Илья Федорович. И вот они написали про наших отца книги. Вот они перед вами. И отрадно я могу отметить, что работая вместе в библиотеке Пушкина, я сделала все оцифровку. То есть в электронном варианте вы можете войти пушкинской картой и в любое время читать эти книги. Что интересно? Можно вопрос? Да. Угу. Нам известно, что семья Федора Матвеевича большая, и что супруга Федора Матвеевича, Анна Николаевна, тоже героиня. Сколько детей в семье у Федора Матвеевича? 10 детей. 10 детей. Тогда в советское время звание мать-героини давали, когда в семье было 10 детей. Нам известно, что она получила годом раньше звание Героя Матери, да? Матери-героини. Дали звание Героя Советского Союза в 1965 году, 20-й годовщине Победы. Но мать у нас родила 10-го сына, это в 1964 году, и получила звание мать-героини. А я сейчас покажу презентацию и подробно расскажу про семью. Так, если возвращаться к этой про отца, чем он славился, чем он был виден так, мы смотрим вот эту книгу. Автор американец японского происхождения Генри Сакайда. Он написал книгу про героев Великой Отечественной войны, самых знаменитых героях СССР. Там входили все рода войск. Например, про маршала Жукова, Тухачевского, про Рокоссовского, про разведчиков-дозорги, про партизан, про пионеров-героев. О снайперах написал Федор Матвеевич Хлопков. И эту книгу он отправил из Америки, и сейчас находится в музее крестажа имени Героя Хлопкова. Вот стела, о которой я рассказывал, это город Ижевск. Мы встретились в 2017 году. Я вот внизу на экране там фотография заместителя мэра города Ржева. И тогда еще вот аллея героев, которые защищали город Ржев, и потом стали героями Советского Союза, и для них вот эта аллея. И там маршалы, генералы, танкисты, летчики и так далее, и так далее. Потом, после нашего ухода,
узнав, что наш отец герой, защитник этого города Жева, и вот установили стелу Охлоков Федор Матвеевич. Это в городе Жеве. Это мастер-рестлинг, город Твери. Российские соревнования по мастер-рестлингу. Я тоже там был, вручал призы от имени семьи. И вот Дальневосточный патриотический форум поисковых отрядов, вахта памяти, и у нас это по инициативе наше правительство, поспредство, наше в городе Москве, наше якутское поспредство ежегодно проводит военно-патриотический лагерь, поисковый лагерь, который называется поисковой работой. И там эти участники этого лагеря — это студенты Дальнего Востока и Якутии. И наши студенты из Якутии тоже участвуют. Вот алмаз, который назван именем отца. Так, что я хочу? Почему я говорю не только о боевых достижениях, о подвиге, о славе отца. У нас семья, как говорится, очень знаменитая, великая. Почему? Потому что в нашей семье родная сестра Александра Федоровна Хлопкова и мой отец оба стали депутатами Верховного Совета СССР 4 и 5 созыва. Это из одной семьи, да, сестра и брат, наверное, истории нашей Якутии, наверное, нету. Вот они. Так, еще два героя. Мать-героиня, женщина, это высшее звание матери. Женщины, высшее звание. Как человеческая истина, то есть человеческий долг женщины — это продолжение рода человечества. А отец как герой, высшее звание героя, защитника семьи, поселка, деревни, улуса, республики и Родины, защитника Родины. Высшее звание. Своих таких семей истории СССР нету. Значит, я лично говорю, всегда, когда выступаю перед школьниками, в Японии нет звания мать-героиня, в Америке нет звания герой-отец, поэтому это такая семья у нас единственная в мире. Мой вывод такой. Это тоже, наверное, не ошибусь. Вот мать-героиня, и про нашу маму написала книгу Илья Федорович, наш младший брат. Вот и все 3 медали ордена материнской славы, 1, 2, 3 степень. И вот завещание матери. Уважаемые мамы, гордитесь званием мама. Нет на свете высшее звание, чем мама. Стремитесь воспитать своих детей настоящими людьми. Передавайте им всю материнскую теплоту своих сердец. Воспитайте им преданность своей родине, любовь к труду и уважение к людям труда. Вот это его завещание к молодым матерям. Вот семья, в которой отец когда стал героем, и мать-героиня уже была, и мы все дети, 10 детей фотографировали. Я в самой середине, 5-й ребенок. И там многие. Но И можно вопрос? Говорят, ваш родственник участник специальной военной операции. да. Что вы можете сказать? Мой старший брат Хлопков Николай Федорович и его жена Любовь Николаевна Хлопкова, у них 5 детей. Самый старший сын у них, то есть внук героя, Матвей, Матюша, мы его называем, он добровольно ушел на срочную военную операцию, принял участие. Это уже на 2-й год, в 23-м году. Добровольно ушел. И был награжден медалью за храбрость, а потом посмертно получил орден мужества. И вот его награда, но однополчане потом отправили фотографию
снаряд, в котором написали за Охлокову Матюшу. То есть наш полк достойно защищал свою родину на фронтах. Срочной военной операции, специальной операции. Мы ежегодно постоянно участвуем в параде Победы и, как говорится, шествие, самое большое шествие, которое бессмертный полк, и встречались с героями. Я с всеми героями встречаюсь в различных мероприятиях. Вот наши дети, внуки все. Вот это верхняя левая фотография, это День героя. День героя. И вот такой день у нас новый есть. А там памятник, где стела нашего отца, мы всегда собираемся 9 мая и возлагаем цветы. Спасибо за внимание. Этим я хочу подчеркнуть самое главное. Дорогие мои дети, вы постарайтесь учиться с малых лет, старайтесь хорошо учиться, получать хорошие оценки. Почему? Потому что это вам, и только вам, никому другому поможет вам в будущем, в вашей жизни. Полученная сегодня 4, полученная на уроке 5 – это ваша победа. И таких побед, чтобы желаю, чтобы очень много было. Вы должны любить свою родину, свою мать, своих братьев, сестер. Вы должны защищать везде и всюду свою семью, свою родину. И святое дело — защита Родины. Спасибо за внимание. И, пожалуйста, у кого есть еще вопросы дополнительные, я могу добавить. Роман Федорович, то, что пришли к нам и провели такой замечательный урок от сына героя, рассказали о подвиге своего родного отца, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Надеюсь, этот урок, который проведен сыном героя, получит отклик в душах наших учащихся студентов, молодых кутян. Спасибо.